Приветствую, друзья! С вами Искандер Бариев. Приказ сверху загнать нас всех в ШИЗО. Оккупанты не могут найти доказательства вины Владислава Есипенко. Украинские политзаключенные вынуждены забыть об обмене. Встреча госсекретаря США и президента Украины. Реакция России на международные санкции. Об этом поговорим в 54-м выпуске блога Liberate Crimea. Фигурант симферопольского дела Хизбут Тахрир Узеир Абдулаев, который очередной раз отбыл 15 суток в штрафном изоляторе, заявил, что он слышал, как сотрудники СИЗО сказали, что сверху пришел приказ загнать их всех в ШИЗО. А какая же причина, спросите вы? Возможно, оккупанты не хотели, чтобы политузники могли встретиться с украинскими дипломатами. Действительно, именно в тот период политзаключенных посещал украинский консул, а те, кто сидят в штрафном изоляторе, не могут выйти на свидание. Но на самом деле практика помещения крымских политзаключенных в ШИЗО уже широко распространена и не вызывает никакого удивления. Такая тенденция стала более проявляться в 2020 году. Только Тимур Абдулаев суммарно уже отбыл в штрафном изоляторе более года по разным надуманным причинам. И вот ему снова продлили срок в ШИЗО до 6 июня. Оккупанты не могут найти доказательства вины Владислава Есипенко. Так, в среду 5 мая состоялось судебное заседание по делу журналиста Владислава Есипенко, в ходе которого выяснилось, что оккупанты не обнаружили его отпечатков пальцев на гранате, которая якобы была изъята у него ранее. И вроде бы, о чем дальше может идти речь? Но оккупанты не останавливаются, проявили креативность и решили добавить еще одну статью. Теперь Есипенко обвиняют по части 1 статьи 222.1 и части 1 статьи 223.1, то есть изготовление и хранение взрывчатых веществ. Как видим, они никак не хотят отпускать украинца. Украинские политзаключенные вынуждены забыть об обмене. Более года назад, 7 сентября 2019 года, состоялся последний обмен политзаключенными между Россией и Украиной. Тогда удалось освободить 24 военнопленных моряка и 11 узников Кремля. Вспомните, были громкие заявления о том, что вскоре состоится еще один обмен в декабре, а потом в апреле. Но уже 1 год и 8 месяцев тишина. Время идет, а число политзаключенных лишь увеличивается. И как вы думаете, сколько раз за прошлую неделю вспомнили об обмене? Гадать, если честно, не приходится, так как конкретно никто ничего не говорит ни обществу, ни их родным, которым, между прочим, очень важно поддерживать связь с правительством. Но с ними этого мнения никто не разделяет. Лишь изредка можно услышать заявления политиков в разных интервью об этой теме. Впоследствии и сами политзаключенные могут потерять веру. Фигурант дела украинских диверсантов Алексей Бессарабов обратился к государственному секретарю США Энтони Блинкену в преддверии его визита в Украину с просьбой сделать ключевой темой освобождения незаконно удерживаемых Россией лиц в колониях на территории Российской Федерации и Крыма. Политзаключенный четко подчеркнул в своем письме, что мы забыты. Но тогда возникает главный вопрос: за что и за кого они борются? Почему украинское государство не поддерживает их? И, конечно, нельзя не отметить такую громкую встречу президента Украины Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, собеседники обсудили широкий спектр вопросов и, конечно, уделили внимание ситуации в Крыму и даже обсудили возможные совместные шаги по деоккупации полуострова. В частности, было предложено США быть одними из основателей и лидеров Крымской платформы. В свою очередь, Энтони Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины. Госсекретарь США заявил, что Украина должна возобновить свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ, включая Крым. Что ж, надеюсь, что данная встреча даст свои плоды. По крайней мере, она, как и ряд других заявлений международного сообщества, на прошлой неделе вызвала бурную реакцию Российской Федерации. В
В частности, министр иностранных дел России Сергей Лавров грубо высказался о санкциях против Российской Федерации. Он сказал, что череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая Соединенные Штаты, продолжается. Но Российская Федерация не будет оставлять без ответа подобного рода выпады. И по его мнению, Евросоюз назвал Российскую Федерацию агрессором абсолютно нелегитимно и без каких-либо убедительных оснований. Что ж, как всегда, Российская Федерация мягкая и пушистая, а весь мир несет ей угрозу. Только ведь все мы являемся свидетелями, что именно Россия переправляла тысячи единиц военной техники и более сотни тысяч военнослужащих в Крым и границы Украины. Боритесь за Крым, боритесь за Украину, проявляйте солидарность и ставьте лайки. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч!